Вам нужно взять ручку с тетрадкой, да. Я буду вас обучать сейчас, как измерять фигуру для того, чтобы раскроить теватон. Для этого нам нужны будут мерки. Обхват шеи пишем. В течение двухдневного швейного марафона «Теватон» участниц научили самостоятельно шить национальное платье. Алдынай Бекзихурак впервые села за швейную машинку. Рассказала, что давно хотела обучиться швейному делу, а особенно самой шить теватон не только для себя, но и для своих близких. Я думаю, что я научусь сегодня шить, достигну своей цели, которую я поставила на сегодняшний день. И в дальнейшем буду учить шить тон своим дочерям. Теватон может шить каждый, и это абсолютно возможно даже при нулевом знании кройки и шитья. Это доказали участницы марафона. Аржана Камбу также впервые села за швейную машину. Рассказала, что ожидания оправдали реальность, так как давно хотела научиться шить для себя одежду. Я пришла научиться шитью и кройке теватон, чтобы в дальнейшем шить для себя и своей семьи. Не только тон, но и платья, безрукавки, одежду. Надеюсь, что я научусь и у меня получится. Благодарю, что меня пригласили на марафон шитья. Уметь шить теватон, который можно надеть на любое торжественное событие, может любая женщина, которая хочет научиться этому делу. Главное – желание. А желающих на марафон пришло немало. Под руководством застройщика-модельера Эвелины Байсклан участницы смогли добиться хороших результатов. Он нужен нам везде, и на праздниках, и на мероприятиях. И благодаря тоже поддержке моих друзей, Верховного хурала движения женщин Единой России, мы собираем наших женщин и жен, и вдов, участников СВО, и многодетные мамы, и мамы, сидящие в декрете, в декретном отпуске. Сегодня мы их собрали. Швейный марафон состоялся под руководством застройщика-модельера Эвелины Байсклан, Верховного хурала, администрации Пихемского района, регионального движения «Матери России» и «Опора России». Инна Клаян, Буян Аюн, Айдана Санденмат, Тува 24, Пихемский кажон.